В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Абдулла Истамулов, эксперт-политолог. Абдул, машвал. Мы давно с вами не разговаривали, не встречались, и сегодня темой нашего разговора станет открытие Олимпийских игр в Париже 2024. Вы вообще сами наблюдали за открытием? Хотя нет, у нас не было возможности, я забыл, у нас не было возможности наблюдать, но наверняка отрывки видели. Какие эмоции это оставило у вас? Ну, так же, как и вы, так же, как и многие, я могу судить только из того, что написано, или из того, что мне удалось посмотреть. Но вы должны помнить о наших с вами беседах раньше. Вот. Мы говорили о том, что если есть какие-то программы продвижения некоторых идей, рано или поздно приходят события, которые должно обозначить достижение определенных целей этих программ, то есть показать успехи или наоборот. Вот, на мой взгляд, либеральный мир, как они себя называют, в лице Франции, как родителя демократии в мире, как они считают, что они действительно пришли к определенному результату, и они его показали. И мы, люди, общество, как они надеялись удивить своей просвещенностью, продвинутостью, открытостью мир, так они его показали. То есть поэтому они показали кровавую зарисовку на Марии Антуанетте? Да, они решили, что история Франции, она заслуживает историческую, опять же, то есть, тавтология, еще в таком виде показать, обозначить, напомнить, кто лучше, больше всех на свете. Откуда все началось, вот с этих кровавых вещей, они пришли к этому просвещению. Вот. И чем это закончилось, мы можем судить с вами по тому, как реагировало общество, не только в нашей стране, вообще. Но, как мы с вами начали говорить сейчас, можно было бы закончить одной фразой из интервью мэра Парижа. Кстати, очень неглупая женщина. Она сказала такую фразу, я вытаскиваю эту фразу из контекста, но она показательна. Она сказала в своем интервью, что это показало все про нас. Какие мы? И куда мы идем? Это, я еще раз говорю, это не она, не он, а это. Дальше мы посмотрим, почему именно я акцентирую на это внимание. Действительно, начиная с крыс, это беда, то есть Парижа, и всегда была беда Парижа, и заканчивая литургией, подменой или спектакля обозначения библейских сюжетов, Иисус с апостолами. Вот. И вот это убожество было воспринято как, было подано как определенное достижение, а было воспринято как не то что полный провал, а непонятно что. Люди просто не поняли. Я вас перебил. А как вы считаете, эту болезнь вообще возможно вылечить сейчас? Не поздно ли? Я думаю, что нет. Но еще раз, для меня очень показательно было, но последние 2 года, 1,5 года дали миру очень хороший, где-то очень хороший результат, а где-то очень плачевный. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Но мне кажется, что и Олимпиада в Париже, и действия Израиля в Палестине, они были необходимы миру для того, чтобы проснуться, для того, чтобы мир увидел, что действительно происходит, что стоит за этим, и перестал это терпеть. Вот. Что касается, то есть, Палестины, то мир увидел, что истинное лицо сионизма, кто действительно
в мире ведет и политику, и бизнес, и остальные процессы контролирует, и ради чего все это делается. Вот. И это было все под прикрытием то, что они жертва. 3000 лет они гонимы. Потом мир увидел их лицо, что на самом деле они представляют собой. А Париж, Олимпиада показала, что на самом деле стоит сам этот либеральный мир, что стоит эта хваленая жизнь. И истинное его лицо, мы его видели. То есть мне кажется, что сама реакция на оба эти события, она действительно, эта реакция показала, что мир, был расчет то, что миллиарды там, восхитятся, увидят вот это просвещение, а получилось ровно в степени да наоборот. Эти миллиарды наоборот посчитали, что это убожество. И та жестокость вот, в Палестине, это истинное лицо того сионизма, это жертва стоили этого. Да, на самом деле это действительно так. Еще, заканчивая, отвечая на ваш вопрос, кстати, можно уйти в Священное Писание и там получить на это ответ. Там есть фактически на все ответ. Давайте вспомним, что в Коране многие цивилизации были Всевышним погублены только по некоторым причинам, по которым мы должны были их увидеть. Давайте примеры Лута, пророк и Ноя. Эти цивилизации были погублены Господом только из-за того, что они посмели дойти до того, что полностью, то есть в равной степени вот эта картина повторяет вот это парижское событие. То, о чем Господь нас предупреждает, остерегает. И в качестве примера приводит, вот, смотрите, если вы будете вот так поступать с ценностями, которые я вам дал, вы получите вот это. То есть в ровной степени нам надо посмотреть. Я думаю, что миллионы людей после этих событий, миллионы, если не сотни миллионов, люди абсолютно по-другому будут видеть этот хваленный мир. Вот. А именно почему Парижу нужно было это показать? Они считают, что себя наиболее пострадавшие от исламского нашествия, как они говорят, что через 20-30 лет, где-то четверть, это будут активные мусульмане, значит, где-то больше половины, то есть Франция будет исламской. У нее будут ценности. Так они считают, что они показали, что они борются с этими ценностями. Что их ценности, они, вернее, что у них есть что-то. То, что лучше, чем традиционный подход к жизни. Вот. А что за этим стоит, это большая политика. А мы можем сказать, что главный транслятор данной политики сейчас находится в Вашингтоне? Ну, если взять Вашингтон как офис, новый офис Старого Света, и где есть отцы глобализма, да? С возможным, допустим, победой Трампа что-то может поменяться? И вообще, верите ли вы в победу Трампа? Я не могу ответить на этот вопрос, но мне кажется, что это не столь важно. Мы же с вами об этом не раз говорили. Давайте повторим еще раз. Что президент – это марионетка определенных... Нет, президент – это исполнитель определенной воли. Правят у кого деньги, большие деньги. Вот. У кого акции, у кого ФРС, у кого иные системы. В мире несколько корпораций, которые фактически влияют на нашу с вами жизнь. То есть, к примеру, одна большая или две это банковское дело в мире, они контролируют. Все, что мы едим, это 6 корпораций. И все подчиняются они одной большой. То есть все идет под чьим-то управлением, под чьим-то контролем, и нами правят через продукт, который производят эти корпорации. И мы от них зависимы. То есть почему
там, Международный валютный фонд, к примеру, давая кредиты той же Украине, той же там, Болгарии, Венгрии и так далее, они ставят условия, что они не будут производить определенный, то есть продукт, им взамен просто дадут деньги, чтобы они его купили в долг. Это вас просто закрепляют, привязывают к этому продукту. То есть вот так миром они управляют. Вот. Именно, да. А для того, чтобы управлять миром в той мере, которой бы хотели, еще зарабатывать на этом, нужно что? Нужно, чтобы вы не были привязаны к иным ценностям, чтобы у вас не было своего чего-то, что вы уважаете больше, чем тот, который продукт к вам навязан. Я здесь с вами абсолютно согласен. Давайте вернемся к нашим Олимпийским играм и главному такому неприятному событию, которое произошло на играх. Это вот когда мужчина называет себя женщиной и бьет женщин, ну, в боксе, допустим. Вы наверняка за этим наблюдали, и этот человек представляет одну из восточных стран. То есть, ну, по крайней мере, где религия, преобладающая ислам. И как такое, вот, как вы считаете, как такое вообще могло случиться? И что за ислам там проповедует, и что там за мусульмане такие? Смотрите, первое. Принцип такого глобального спортивного состязания, он стоит на принципе справедливости. То есть выигрывает тот, кто сильнее, кто лучше готов. Этот принцип, он был нарушен. Мужчина, женщина, Бог создал их разными. Женщину слабой, с определенной реакцией, с определенными функциями. Мужчину защитника, воина с определенными функциями. И на арене они никак не могут быть в равной степени одинаково представлены. Вот специально, я считаю, что этот фактор, он был специально подготовленный, именно и внешность, и что за этим следовало. Вот это ложится в ту канву, которую я чуть раньше говорил. Это показатель к тому, что тот, как они считают, тот, кто правит миром, они победили. Вот смотрите, к чему мы привели то, что вы так любите, уважаете, то, что вам так ценно. Вот. И почему это нарушает вот эти принципы справедливости? Сегодня ты мужчина, записался в женщину, пришел на бой, выиграл его, там, побил женщину, пошел и дальше. То есть это что за логика? Это что за принципы? То есть даже если убрать то, что он действительно трансгендер. Это абсурд. Вот. Именно вот то, что, Хамзат, вы сейчас сказали, вот это можно нас с вами интервью, и это глобальное событие можно уместить вот в одно понятие, одно слово – абсурд. Вот. Но им главное было показать то, что они наплевали на все, что они правят миром. И вот эти показатели, они нам предоставляют именно в таком виде. Вот. И когда бородатый мужчина танцует, там, представляет, одет женщину, он женщина, вот, он себя ощущает женщиной, ну, пускай ощущает. Это наследие Лута, они его получат. Но, опять же, я рад, и я знаю, что наши зрители могут меня и не понять, но тот, кто умеет размышлять, он, наоборот, скорее всего, меня, то есть, поймет и будет нашим с вами соратником. Это должно было случиться, это должно было вылиться, чтобы люди поняли и осознали, к чему мы идем, где мы живем, как мы живем. Россия себя оградила, и какие-то программы, которые ранее, до, допустим, начала СВО, которые реализовывались здесь, в нашей стране, как вы думаете, по окончанию СВО, допустим, если какие-то силы, допустим, да, которые представляют, так называть, закрытые для нас, да, то есть организации, если они захотят здесь свою деятельность какую-то разводить, их будут встречать с более ярой настроенностью, вот это вот против, подавить их, я не знаю. Раньше мы как-то реагировали на них, на этих нетрадиционные эти организации и так далее, этих людей,
и старались не смотреть их в сторону. А сейчас реакция, как вы думаете, другая будет? Хамзат, я думаю, что нам на первых порах в любом случае придется договариваться. Договариваться на определенных условиях. И, кстати, вот это тоже может быть предметом торга, кстати. Торга в кавычках. А почему я об этом говорю? Так. Если вы заметили, любые услуги, любые договоренности, выгодные, нужные стране, обществу, когда вы с ними договариваетесь, там одно из условий, самых главных, бывает, что вы допускаете у себя на территории эти группы, эту деятельность. Иначе вы не договорились, с вами не договорились. Они действительно политически, экономически, идеологически продвигают именно вот этот продукт. Абсурд. Потому что он является, еще раз, самым лучшим инструментом растления, деградации и управления людьми. Когда у тебя забирают все, что у тебя было ценное, то есть собственное твое «я». Если у тебя были традиции, если у тебя были ценности, то их нивелируется именно вот этими методами. Если, например, сколько я знаю, были определенные договоренности, и мэр Москвы, покойный ныне, Лужков, то есть пострадал именно из-за того, что он был ярым противником гей-сообществ и этой идеологии. Как ни странно это будет звучать, но я знаю людей, которые с ним работали. Я знаю, за что он пострадал. И не был принят на том же Западе, хотя он был один из самых влиятельных в мире евреев. Но он был противником именно вот этой идеологии. То есть люди, страны, сообщества, их все подтягивают под этот стандарт, Хамзат. И если у нас будут договоренности, то эти договоренности, скорее всего, будут в определенных рамках. Но я думаю, что у нас хватит устойчивости, я так мягко скажу, устойчивости, чтобы, если будут договоренности, чтобы они были не слишком для нас ущербны именно вот в этом смысле. Но, опять повторяюсь, то, что случилось сейчас в Париже, оно нам в этом поможет. Нас поймут, если мы скажем, что мы будем с вами договариваться. Мы такого бардака не хотим. Да, но нам это убожество не надо. То есть мы и себя представляем же как страна с традиционными ценностями и говорим, показываем, что нас-то не любят на Западе, не принимают, не понимают именно из-за того, что мы натуралы, а вы нет. То есть если говорить так сленгом, так нужно это доказывать тогда на деле. Пусть мы будем жить чуть похуже там экономически, но без этого мракобесия. Я думаю, что система, та, которая сейчас правит в России, она будет именно акцентировать именно на эти, то есть, ценности, то есть на традиционные, потому что ей это надо. Она хочет выжить, она хочет править, она хочет дальше пользоваться теми благами, которые есть в этой стране. Тогда что? Тогда не отрицай то, что есть твоя сущность от Бога, и иди по ней, и Он тебе поможет. Да, Лэрдуэлл Абдул Яресхил. Спасибо за интервью, спасибо за то, что нашли время сегодня к нам прийти. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был Истамулов Абдулла, эксперт-политолог. Мы говорили на тему Олимпийские игры 2024. Оставайтесь с нами.